Тяжелая артиллерия поступила в лесопожарные центры и лесничество. Там сегодня раздавали ключи от новеньких Уралов и квадроциклов. Оснащают специализированные учреждения в рамках проекта сохранения лесов национального проекта «Экология». О готовности к потенциальным чрезвычайным ситуациям расскажет наш корреспондент. Вручение ключей от новой спецтехники руководителям Назрановского и Сунжского лесничества и лесопожарным центрам проходит в торжественном формате. 2 новеньких Урала-манипулятора и 2 квадроцикла вместе с прицепами готовы хоть сейчас отправиться на выполнение задач. Завести и опробовать долгожданный лесовоз не терпится и самим лесникам. Рев 6-литрового двигателя под капотом этого лесовоза привлекает к себе сотрудников лесопожарных центров. Алихан Горбаков около 30 лет занимается работами по оздоровлению леса. Он рассказывает, порой труднодоступность некоторых участков в лесном массиве приносила ему немало проблем. С вырубкой и вывозом старого леса прежняя техника не всегда справлялась. Теперь Алихан уверен, манипулятор весом в 21 тонну с колесной компоновкой 6х6 существенно облегчит его работу. Потому что есть очень большие объемные деревья, которых мы не можем поднять, перенести и уложить. Я думаю, в данном случае вот эта техника нам очень поможет. Будем мы за ней ухаживать, смотреть. Да, были большие проблемы, это все делали вручную и в найм. В найм делать абсолютно это невозможно, потому что запросы на технику очень огромные. То есть в сумме, если определить, в день приходится платить 4-5 тысяч. А таких денег в лесу нет. Поэтому большое спасибо. Надеюсь, что мы будем ухаживать за этой техникой и в дальнейшем будем проводить еще качественнее наши работы. Характеристика это как Мерседес и наш Жигулей. То есть у него коробка иностранная, внутри все условия, микроклимат. И данная техника, которая сзади, манипулятор, он итальянский. Нужно сначала хорошо изучить ее, только после этого можно с ней приступать к работе. Новой спецтехникой довольны и инспекторы Назрановского и Сунжского лесничеств. Теперь им не придется пешком бороздить лесные массивы. Патрулировать территорию теперь станет в радость, говорит Ахмед Зауров. Чаще всего им приходится бороться с незаконным отстрелом диких и редких животных. Браконьеры, пользуясь ограниченным передвижением лесничих, выбирали самые труднодоступные места. Этот квадроцикл все исправит. Пешим ходом не получалось всегда осваивать всю территорию лесного фонда для полного патрулирования лесного фонда. Вот сейчас мы получили вездеходы, квадроциклы. Я надеюсь, лесные инспектора в полном объеме будут проводить осуществление государственного лесного надзора на всей территории лесного фонда. Очень хорошая техника, добротная. И, надеемся, будет для лесников хорошее подспорье. Оснащение специализированных учреждений Ингушетии лесопожарной техникой и оборудованием проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экология». Части данной техники будет способствовать пресечению пожаров в трудных местах. Вот данные 2 лесовоза тоже были приобретены в рамках национального проекта «Экология». 2 Урала. Очень мощные, почти до 30 кубов вместимости леса. И в этой связи эту технику мы ждали с начала года. Ввиду пандемии у нас не получалось в рамках 44-го федерального закона заключить аукцион. Дело в том, что так как сборка начинается после того, как проходит аукцион, а заводы у нас во время пандемии не работали. Как только появилась первая возможность, мы одни из первых приобрели данную технику вообще в Российской Федерации. Квадроциклы у нас вообще мы в России первые из Министерства природных ресурсов, которые приобрели данное автотранспортное средство. Это только один из этапов обновления спецтехники для лесопожарных центров и лесничего хозяйства. Пополнить гаражи подведомственных организаций Минприроды и экологии намерено уже в следующем году. Хава Газикова, Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.